Перинатальный центр, городская, детская и республиканская больницы. Около 2500 наборов со сладостями и 100 мешков сахара. Половина из которых сегодня отправилась в Назрань. Доставить помощь тем, кто в это непростое время находится на передовой, вызвались волонтеры и работники администрации. Кабардино-Балкария прислала кондитерские наборы, которые состоят из коробок с печеньями и мармелада. Ставрополь прислали сахар. Они поступили в качестве вот такой соседской помощи в нашу республику. И глава республики Махмуд Али Макшарипович Калиматов распорядился передать это все сотрудникам медицинских учреждений. Мы взяли списки у Минздрава и уже совместно с администрациями муниципалитетов мы их сегодня развозим. То есть они приезжают, они забирают количество необходимое и уже будут отвозить это все в больницы. Ну вот, продуктовые наборы рассортированы, можно отправляться в путь. Одними из первых помощь получают работники Назрановской городской больницы. Порядка 400 коробок со сладостями и 11 мешков сахара. Мадина Далакова в медицине уже 20 лет. За это время она увидела немало и хорошего, и плохого. Но с такой сложной ситуацией сталкивается впервые. И хоть она, как ее коллеги, уже несколько недель не видела родных и забыла, что такое отдых, ни о чем не жалеет. Работать с инфекционными больными. Больные требуют повышенного внимания к себе. Мы не знаем даже неделю, день, ночь, часы, времени даже не знаем. Все внимание только для больных, работаем с ними. Стараемся, чтобы было им лучше, чтобы им становилось лучше. И врачи, и медсестры, и санитарки, не покладая рук, с утра до утра работаем. В городской больнице помощь получают около 400 человек. За этими цифрами наши с вами герои. Те, кто рискует собственным здоровьем, чтобы спасти чужие жизни. Это адресная помощь, именно которая назначена для медработников. Мы, в свою очередь, конечно, обещаем, что до каждого медработника эта помощь адресно будет доставлена. И что у нас на сегодняшний день работает 403 медработника, с других медорганизаций свои сотрудники. Поэтому хочется от лица всех наших сотрудников выразить огромную благодарность за оказанную помощь. Помочь врачам, которые борются с коварной инфекцией, святая обязанность, считают волонтеры, а значит, ее получит каждый. Следом машины со сладкой помощью отправляются в Ингушскую республиканскую больницу. Поддержку от соседних регионов здесь получат 230 коробок с печеньем и мармеладом и 11 мешков сахара. Сейчас очень тяжело. Тяжело не только медработникам, тяжело и родственникам, тяжело всему персоналу. И вот именно в этот момент поддержать друг друга – это очень важно. Пищеблок тоже очень старается, потому что у нас все продукты у нас есть, полноценное питание каждый больной у нас получает. С продуктами у нас нет проблем. Ну и помощь будет дополнительно, я думаю, она будет не лишняя. Сладкое спасибо говорят сегодня не только назрановским медикам, но и карабулакским. 170 коробок передают в городскую больницу, стационар и станцию скорой помощи. А 5 мешков сахара отправится в пищеблок карабулакской больницы. Эта помощь как знак поддержки и благодарности всем тем, кто бок о бок сражаются за жизни людей в период пандемии. Хотелось бы отметить, конечно, большую благодарность. Хотелось выразить всем тем, кто причастен к той помощи, которую мы сегодня нам оказали. Нам очень приятно, что наш труд ценен, что понимают, что в это сложное время, насколько нам тяжело, врачам. И в этот священный месяц Далса Атолчан, Далмяли Атолчан, Ажмалевич. Эта вся помощь будет предназначена всем медицинским работникам, санитаркам, сторожам, всем тем, которые работают в поликлинике. Всего же помощь в это непростое время должны получить порядка 16 медицинских учреждений республики. Акция будет длиться 2 дня. Если сегодня ее получают врачи из Назрани, Карабулака и Джайраха, то завтра Малгобекского района и Сунжи. Тамара Хшагульгова, Хава Гагиева, Асхаб Билакиев, Магомед Дидигов. Новости 24.